Чем пахнет счастье? Каждый человек на этот вопрос ответит по-своему и будет прав. Но если скажем, что счастье пахнет ароматом свежей выпечки, то согласятся все, потому что этот аромат возвращает нас в детство, в родительский дом, где тепло, уютно, покой и умиротворение. У каждого свои воспоминания, но они все теплые, добрые. Мы просыпаемся утром от запаха. Вот самое, что я запомнила такое в детстве, что я просыпаюсь зимой, блестит снег в окно, вот смотрю, да, и пахнет пирогами, кокроками, вот этими перепечами. Рано утром, пока дети спят, бабушка или мама начинает стряпать, и весь дом наполняется ароматом горячей выпечки. И это остается в памяти на всю жизнь, ибо аромат свежей выпечки заложен в нашей родовой памяти, как признак душевного равновесия. Именно этот аромат включает у нас в подсознании какие-то механизмы, родовую память о благополучии в доме и выдавливает запах неприятностей, трудностей. Бабушка в основном одна, потому что они же рано встают, не спится бабушкам. Да и они вообще как бы, видимо, хотят, чтобы уже дети, внуки проснулись, уже было все готово, горячее. Возможно, бабушкина выпечка повлияла на выбор профессии Натальи Медведевой. Она стала кулинаром, научилась стряпать, когда уже ходила в школу, помогала бабушке и тесто раскатать, и начинку приготовить. Интересно было самой попробовать, вспоминает Наталья. Ну, в основном были с картошкой, с грибами, калига или вот по-русски брюква. Вот такие, с капустой. Сейчас, конечно, бывают еще, наверное, и другие придумывают. С ягодами тоже делают, да. Пироги с калиной еще вот очень вкусные тоже. Удмуртское тоже блюдо это. Лепешки были тоже вот на сковороде в русской печи. Очень вкусные. Со зретом. Макали в зрет. Очень вкусная еда вот эта вот удмуртская. До сих пор вспоминаю. На кулинарное разнообразие удмуртской кухни, история которой насчитывает более 500 лет, повлияли традиционные занятия народа. Речь идет о пахоте, животноводстве и огородничестве. Причем пахота и засеивание зерновыми культурами занимало в жизни удмуртов первое место. Именно поэтому ранее и сейчас Удмуртия славилась великолепной выпечкой. Перепечи, пельмени, милим, кокроки, табани и другие блюда завоевали сердца не только удмуртов, но и гостей. Удмурты готовили большое количество кушаний из пресного теста. По-видимому, перепечи – наиболее древнее блюдо. Перепечи – это открытые ватрушки с фигурно оформленными краями и жидкой начинкой на выбор. Они требуют минимум продуктов и просты в приготовлении. Так, в некоторых удмуртских блюдах в названии присутствует слово куар-нянь. Куар – лист, нянь – хлеб, то есть хлеб, раскатанный как лист. Это пресный тестяной сочень. Первоначально, вероятно, пекли и ели сочни, позднее стали загибать края листа, и получившиеся блюдце заливали какой-либо начинкой – яйцом, мясом, грибами, дикорастущими растениями. В прошлом именно растительные продукты в первую очередь использовались в начинку перепечей. Вы знаете, что такое перепечи? Пробовали перепечи? А с чем вы ели? С грибами. С грибами. А сегодня мы с вами сделаем мясо капустные перепечки. Будете пробовать тоже? Так, муку положим. Шарики обваливаем в муке и начинаем раскатывать. Кто какого хочет размера, такого и раскатывает. Если прилипает тесто, можете снова обвалять в муке. Затем, чтобы у нас была корзиночка, ее нужно собирать зубчиками. Вот так вот прижимаете. И будет у нас корзиночка, куда мы зальем нашу начинку. Посильнее, чтобы она не разваливалась. Вот. Да, собираем так. Угу. Посильнее можно. Вот так вот, нахлёст прямо делай. Вот так вот. Есть, конечно, формочки. Кто-то делает в формочках.
Если нет формочки, то вот стряпают так. Вот теперь еще попробуй. Зацепи посильнее. Угу. Чуть-чуть вот так вот. Пошире, чтобы было. Теперь мы ложим на противень. Угу. Так, бордюрчик падает что-то у нас немножко. Ну ладно, мы в него тогда поменьше зальем. А теперь наливаем начинку. Мясо капустное. В начинку добавляем мы яйцо и молоко. Яйцо – это для связки, когда выпекается, схватывается, чтобы не растекалось. Теперь ты положи в свою перепечку. Угу. Слишком много не накладываем, потому что и немножко ложечкой разровнять. Так, давай теперь я подержу. Ты в свою положишь. Вот такие перепечки бывают. У перепечи история названия уходит далеко в прошлое и напрямую связана со способом приготовления. Еще в давние времена удмуртские кулинары занимались приготовлением перепечи в печи. Запекание проходило при очень высокой температуре. Лепешки располагали при выходе у печи, где находился загнеток, поэтому блюдо всегда получалось прожаренным и вкусным. Перепечи подавались на встречу с важным гостем в знак уважения. Подается в горячем виде, поэтому так ценится гурманами. Начинки могут быть самыми разными, от грибов и мяса до сладкого варенья. Перепечи получили особую популярность после выступления бурановских бабушек на Евровидении в 2012 году. Другая национальная удмуртская выпечка, которая имеет глубокие исторические корни, это кокроки, традиционные пирожки из пресного теста. Изначально кокроки начиняли репой, картошкой, морковкой, то есть овощами, которые были доступны любой, даже самой бедной семье. А теперь мы еще постряпаем с вами кокроки. Кокроки вы ели? С чем ели? С свекольной начинкой Нигде не ела ни разу. и с капустной, с морковью. Угу. А калига, брюквы, вы знаете, что это такое? Тоже очень вкусное, это тоже удмуртское блюдо. Сейчас мы с вами сделаем с калигой кокроки. В калигу можно добавлять шкварки, можно добавлять фарш. А вот мы любим просто со сливочным маслом, с луком. Тоже очень вкусные. Теперь мы снова раскатываем сочни. Они бывают тоже разной формы. Кто-то заворачивает их в виде жгутика. Кто как, в общем, нет. Кокроки бывают мясо-капустные, со свеклой, вот как говорила. Капуста-мак бывают, с морковкой. Так, раскатали, да? Теперь накладываем начинку. Давай, положишь себе начинку? Угу. Теперь ты положи. Теперь вот собираем как пирожок. Пирожки стряпали когда-нибудь? Вот, ты нет, да? Ну, сейчас научим. Прижимаем края, чтобы у нас не раскрывался кокрок, чтобы начинка не вылазила тоже. Угу, посильнее можно. Кокроки можно вот оставлять такие. Сейчас мы еще другие еще постряпаем. Другого вида. Да, и вот поворачиваем его на бочок. Угу. Края еще посильнее защипить надо, чтобы они не раскрылись. Угу. А что за... Защипила? Да. Или вареники. Похоже, да? Вот такие у нас кокроки получаются. Яблочные еще бывают кокроки, кстати. Тоже очень вкусные. Вот, и теперь мы на противень их кладем. Давай, положи. Угу.
немножечко друг друга подальше. Давайте теперь другой формы завернем. По-другому. Снова раскатываем. Не забываем обвалять в муке. Но только слишком сильно тоже в муке обваливать не надо. Накладываем начинку. Можешь еще немножечко раскатать. Угу. Муки еще обваляй, потому что прилипает. Угу. Тоже прилипает немножко, да? Можешь руками подсыпать, можешь обвалять очень. Угу. Давай теперь начинку накладываем. Угу. Теперь ты начинку положи. Да, пальчиками придерживай, чтобы не рассыпалось. И теперь снова так же, как пирожок. Получается, мы склеиваем края. Тоже на бочок его кладем. А потом вот так вот закручиваем, как жгутиком. Это, например, если вы делаете дома разные кокроки, чтобы не перепутать. Например, с калигой у вас вот такой формы, которую мы первый сделали, а другой такой получается. И потом вот так вот загибаем его. Защипила сильно и потом закручиваешь жгутиком. С какой стороны тебе удобно? Мне вот, например, удобно вот с этой. Так, тут защипила, да? Так вот делаешь. И потом вот так вот. Ты так умеешь? Вот. И закручиваешь. И тогда уже все знали, например, с калигой такого вида, а, например, с яблоком такого или со свеклой. И уже не перепутаешь. Получается? Помочь? Посильнее, пошире бордюрчик делаем. И закручиваем. Как жгутик. Закручиваешь. У нас еще колобашки еще сделаем. Вот видишь? Потом вот так вот. Такие как кроки бывают. Давай положим. И еще давайте сделаем. Сегодня кокрок — это пирожок из бездрожжевого теста с разнообразной начинкой. Его любят и дети, и взрослые. Сегодня самые популярные начинки этой выпечки – мясные, картофельные, сладкие, фруктовые. И они популярны среди детей и взрослых из-за их вкусных начинок, удобства приема пищи, истории и традиций, и является одной из их любимых закусок. Вот и готовы наши перепечные кокроки, испеклись. Теперь мы их будем пробовать, что мы постряпали, да? Угощайтесь, пожалуйста. Узнаете, кто что стряпал? Горячее только, да, осторожненько, не обожгитесь. Вкусно получилось. Угощайтесь. Честно. Да, это очень вкусно, но в старину выпечка получалась еще вкуснее, пышнее, румянее, а может даже душевнее. Самый главный секрет в том, что вся пища готовилась в печи. Недаром печь называли кормилицей, божьей ладонью, царицей дома или сердцем дома. В честь нее слагали песни и сказки, она согревала, кормила и радовала в любой сезон года. Многие населенные пункты так и не успели на себе ощутить благ цивилизации, ибо такие деревни, как Чурилово, Квачи, Александрово, Верхний поселок и еще ряд других перестали существовать на карте задолго до газификации. А может и хорошо, что не ощутили, ибо печь дает какое-то особое тепло в доме, которое не повторяют другие источники тепла. И нет лучшего и более настоящего в жизни, чем тепло очага, потрескивание дров, когда вся семья в сборе, и дом наполняется ароматом кокроков
или перепечь.